Михаил Валерьевич, Министерство по налогам и сборам Республики Абхазия является важнейшим центральным органом государственного управления, обеспечивающим консолидацию ресурсов для финансирования различных направлений по развитию нашей страны, начиная с финансирования социальных выплат, заканчивая поддержкой отдельных отраслей экономики. Поэтому хотел бы от вас сегодня услышать о итогах деятельности Министерства по налогам и сборам, а в частности о ходе администрирования за 2024 год, ну и самый главный вопрос о том, как же обстоят дела за текущий год, за эти два первых месяца 2025 года. Уважаемый Владимир Валерьевич, ситуация по собираемости налогов за 2024 год такова. Бюджет страны поступило 6 миллиардов 421 466 миллионов рублей. При плане 5 миллиардов 722 814,9 миллионов рублей, что составило в процентном соотношении 112%. Суммарно разница 698 651 миллион рублей. Динамика по сравнению с прошлым годом составила 123%. Это суммарно 1 миллиард 208 779,1 миллион рублей. По сравнению с 2022 годом динамика у нас 150%. Это 2 миллиарда 136 226 миллионов рублей. За 2024 год индивидуальные предприниматели перешли за планку 1 миллиард рублей и в итоге собрали 1 миллиард 220 миллионов рублей от индивидуальных предпринимателей. Динамика держится во всех районах, по всем видам налогов показатели, и динамика, и сами плановые показатели выполнены по каждому району и по каждому виду налогов. Спасибо. Те цифры, о которых вы сейчас сказали, мы пристально за ними следим. Как говорится, мы здесь держим руку на пульсе, и я просмотрел вашу отчетность за предыдущие годы. Достаточно внушительная динамика, которая превышает более 100% по отношению к периодам трехлетней давности. Это очень хороший показатель. Рассчитываю, что такая тенденция сохранится. Михаил Валерьевич, хотел бы несколько слов, чтобы вы сказали о том, как работает закон, который вступил в силу с 1 января 2025 года о упрощенной системе налогообложения. И как сейчас обстоят с этим дела, какая обратная реакция у налогоплательщиков, есть ли какие-то сложности, есть ли какие-то вопросы с этим связаны, требующие вмешательства путем внесения изменений, предложений, рекомендаций. Что касается закона об упрощенной системе налогообложения, уже более 400 человек, предпринимателей обратилось. Отзывы неплохие, предприниматели довольны. В основном это сфера услуг, которая переходит на данную систему налогообложения. Оплаты, в принципе, пока говорить о поступлениях не могу, так как это квартальные, ждем квартала, но активно ведется работа в этом направлении, проверяем, естественно, согласно закону, попадают ли они под эту систему, желающих много, но есть те категории предпринимателей, которые выпадают. Ограничения есть, суммарно, работа в этом направлении ведется, и результаты, я думаю, что данного закона мы увидим неплохие. Что самое важное, то, что это нравится предпринимателям, они довольны, отзывы хорошие. И, согласно закону, уже мы не можем переводить предпринимателей на данный режим налогообложения. Многие обращаются, но не успели. Результат будет данного закона. Данный законопроект, он, в принципе, лежал давно в парламенте, но мы внесли изменения, значительные изменения, и парламент пошел навстречу, вместе с парламентом мы пришли.
Это важнейшие документы, которые дают стимул для развития экономики в страны, для справедливого налогообложения. Бизнес не должен быть загроможден налогами, если упрощенная система налогообложения позволит не снижать налоговую нагрузку и будет комфортно для налогоплательщиков и в будущем, то это понятно, что решения были приняты правильно. Сейчас именно так и обстоят дела. Очень надеюсь, что так будет и дальше. Михаил Валерьевич, я хотел бы, чтобы вы рассказали о работе министерства по мобилизации задолженности. Мы об этом часто говорим. Дело в том, что принимаемые решения в налоговом законодательстве не должны касаться только тех налогоплательщиков, которые являются добросовестными. Поэтому здесь очень важна ваша работа в этом направлении. Мы знаем, что вы предметно этим занимаетесь, у вас определенное направление в министерстве создано по работе с этой задолженностью. Расскажите, как обстоят дела. Владимир Валерьевич, нами было принято решение, создано управление по работе с задолженностью. Данное управление плотно занимается именно недоимками. Мы в тесном сотрудничестве с судебными приставами. В этом направлении ведется работа. Вся практически задолженность, которая образовалась, ну, можно сказать, как нереальная задолженность, это там, года там, с 2016-2015 годов, все переданы в службу судебных приставов в этом направлении. На сегодняшний день те долги, которые образовываются, есть на самом деле ситуация, у кого трудности, обращаются люди, кому-то идем навстречу там, с определенными графиками. Ну, естественно, текущие платежи должны быть уплачены. Ну, работаем в плане того, что даем возможность людям делать графики по вот старым долгам. Вот у нас сейчас на сегодняшний день текущая недоимка 358 миллионов рублей. Это хороший показатель. Текущая задолженность должна увеличиваться, так как люди сдают отчетность, значит, появляется. Это контролируется автоматически. Сейчас мы внедряем автоматическую блокировку счетов. Это вовремя, если человек не сдал отчетность, у него будут блокироваться счета. Также будет внедрено автоматическое инкассо, это чтобы автоматически блокировать срок уплаты, сразу будет выставляться инкассо. Но, к сожалению, есть люди, которые не пользуются счетами, по ним собираются материалы, у кого-то в прокуратуре материалы есть. Судебные приставы очень помогают в этом отношении нам. Еще так хочу сказать, что на сегодняшний день у нас автоматизированная выдача справки по недоимкам. Ну, человек, если обратился, допустим, в налоговую со справкой, есть ли у него задолженность, все проверяется через программу, даже обратятся ко мне как к министру, будут просить, я не смогу помочь ни в чем, пока они не погасят или не составят график. Такая вот работа ведется, и мы не останавливаемся в этом направлении, дальше будем работать. В прошлом году мы создали новое управление, это по учету и регистрации налогоплательщиков. Наши ребята практически по городу Сухум в каждый объект зашли, провели инвентаризацию. У кого есть долги, всем выдали уведомления. Работа не останавливается, ведется, и в будущем тоже есть планы по реформированию нашей системы. Спасибо. Текущие 2 месяца этого года, январь-февраль, об итогах. Коротко, и какие у вас ожидания, какие перспективы? Уже поступило 795 миллионов рублей за 2 месяца.
Если говорить о плане, ну, при плане 685-575, это увеличение на 116%, ну, в суммарном выражении 109%. Если говорить о динамике, это 112%, в суммарном выражении 83, на 83 миллиона у нас увеличение. У нас есть чуть проблемы в Ачимчирском районе, ну, это связано с Путиной. Ну, я думаю, что и там выровняем ситуацию. Ну, хотел бы спросить о том, как ведется работа по подготовке нормативно-правовых документов, с какими инициативами вы вышли, с какими собираетесь выходить. В парламенте на сегодняшний день лежат два законопроекта. Это изменение в закон о государственной налоговой службе и изменение в закон об основах налоговой службы. Там есть такой пункт, это пеня. Пеня на сегодняшний день у нас 0,3%. Мы вышли с предложением на 0,1% уменьшить данную пеню. Также вы знаете, что разработан налоговый кодекс, он находится в администрации президента. Ну, надеемся, мы в тесном общении с парламентом, парламент слышит, понимает и поддерживает. И надеемся, что ну, с администрацией президента в скором будущем он попадет в парламент и будем уже работать над этим кодексом. Дальше у нас уже внутри на сегодняшний день ведется работа по закону о спецналоге и патенте. Ну, наше видение такое, что закон о спецналоге и патенте надо как-то его объединить, превратить, ну, создать гибрид и выйти с этим предложением парламента. Ну, работа ведется в этом направлении. Также над законом о земельном налоге ведется работа над законом об налоге на имущество. И вот в скором будущем, скорее всего, выйдем уже с предложением. Это то, что нужно сегодня нашему бизнесу, в конечном итоге нашим гражданам для улучшения качества их жизни. Это главная цель, которая стоит перед всеми нами, и мы обязаны достигать этой цели и принимать меры по скорейшей реализации намеченных нами планов. Михаил Валерьевич, я хотел бы поблагодарить вас за работу, которая ведется в Министерстве по налогам и сборам. Не сбавляем темпы, в таком же ритме работаем. Полагаю, что профессиональный коллектив, который вы возглавляете, такого же мнения. Там, где мы имеем некоторые риски, о которых вы сейчас сказали, в частности, с поступлением отдельных видов налогов в Ачимчирском районе, тоже надо внимание на это обратить. Там перераспределение может быть, значит, бюджетного задания, но ни в коем случае мы не должны снижать уровень администрирования. И, как обычно, продолжать работу по мобилизации просроченной задолженности. Это очень важный аспект, важный аргумент. Я бы хотел еще напомнить о том, что нам предстоит работа по оценке эффективности налоговых льгот. Это тоже очень важный, актуальный вопрос, который стоит. Мы должны оценить, принимая решение о предоставлении льгот, насколько это эффективно. Льгота, безусловно, нужна, но нужна только в тех отраслях экономики, отрасли, которые нуждаются. Если этого не происходит, ну, тогда мы получаем несправедливую систему налогообложения. Естественно, мы будем общаться и с бизнес-сообществом, и с конкретными, значит, налогоплательщиками. И в этом направлении должны найти точку опоры, соприкосновения, чтобы принять правильные решения в этой сфере. Благодарю вас за сегодняшнюю встречу. Очень надеюсь, что, повторюсь, что именно так будет работа построена и дальше. Спасибо. Спасибо, Валерьевич. Те трудные времена, которые мы сейчас прошли буквально недавно,
все активно, дружно работали и достигли тех результатов, которые есть, и будем продолжать в этом направлении. Благодарю.